Досрочно завершенный национальный проект безопасной и качественной дороги в 2023 году, а вместе с этим десятки километров отремонтированных дорожных артерий республики. Региональный Минавтодор из года в год радует жителей республики своей работой и занимает лидирующие позиции по темпам реализации нацпроекта, в рамках которого в этом году велось строительство 10 объектов дорожной инфраструктуры, в том числе 2 мостовых сооружений. Реализовали одну региональную трассу, это трасса Кавказ-Карабалак, Средние Очилки, Гербек-Юрт, в сторону Очилков, участок. Реализовали 2 объекта опорной сети. Мы реализовали дорогу. Трасса Кавказ-Назрань, Малгобек, Нижегород-Терек и Алхасты-Галашки, дорогу полностью. Помимо этого мы сделали еще в Магасе улицу, это улица Горчханова. Помимо этого у нас в рамках нацпроекта обустроено около 800 элементов именно по дорожному обустройству. Туда у нас вошли и разметка, и сигнальные столбики, и знаки, тротуары. Самым крупным и сложным дорожным объектом Минавтодора в этом году стал мост в сельском поселении Якажево. Менее года ушло у специалистов, чтобы построить 90-метровый переход через Сунжу. Он был просто необходим. Его реконструкция решила проблему транспортного сообщения между столицей и Назранью. Также комфортнее станет добираться домой всем жителям Назрановского района, ведь переправа, можно сказать, соединила важнейшую дорожную артерию. Ахва республика умостат аял, алюрт болхары, сургут болхары, лами болхары, озалат ябу. Ерча иши мост дарир. Это очень важный объект. Хорошо, что такими быстрыми темпами закончили. По проекту мост проходил как реконструируемый, но по факту его построили с нуля. Для начала дорожники разобрали старое сооружение, залили опорные столбы на несколько десятков метров, позже установили балки. На сегодня по мосту открыто движение. Новая переправа стала и шире, и длиннее. Он большой, очень там много работы предстояло, но подрядчики справились. Там ширина увеличилась вдвое, до 14 метров расширилась и ширина. Были, конечно, проблемы, когда у нас поднялся уровень воды. Но сейчас вы уже можете видеть, что мост полностью приведен, отреконструирован и движение на нем есть. Там и грузоподъемность в разы увеличилась. Особое внимание в этом году в рамках нацпроекта было уделено улучшению дорожной инфраструктуры Назрании. Там за 2023 год отремонтировано 4 улицы. В общем, в городе стало на 11 километров больше гладких и ровных дорог. Капитальный ремонт провели на таких важных улицах, как Центральная, Картоева, Восточная. Долго горожане ждали ремонта Сулейменовой, движение по которой открыто около месяца назад. Есть показатель по региональным трассам, есть показатель, это вот приведение в норматив дорог по региональным трассам, есть показатель по нормативу агломерации. Конкретно Назрань и Магас у нас вошли по показателю агломерации. Внимание уделяется этим улицам. В основном это улицы, на которые больше всего поступают жалоб. Сулейменова получилось, вы видели, очень качественно. Там двухполосное движение с каждой стороны, посередине зеленая зона. Там установлены и остановочные павильоны, проведено освещение 800 метров, сделаны тротуары, бордюрный камень. То есть все необходимые работы там выполнены. 2 слоя асфальтобетонного покрытия. На этой улице не было основания, поэтому мы сделали 3 слоя из песчано-гравийной смеси основания. То есть капитально эта улица отремонтирована. Глава региона Махмуд Али Калиматов не раз отмечал работу коллектива Минавтодора и лично министра, благодаря которому Ингушетия на слуху по реализации нацпроекта по всей стране уже не первый год. Забайкалье, Цана. Я вам скажу, там нету 10% наших дорог. 10% нет. Нехцехалыч, юрты, тавага хавага халды. Да, вежери арысок. Цабегиште эрди хацок, калсакзяр. Нейцели хабагас тодолч. Даже дорога ужасная, понимаете? Мы до этого не дойдем. Я искренне хочу министра поблагодарить. И Эрлах Болхлоби, я искренне вам хочу сказать спасибо. Баркал Халчуан.
Укладка асфальта и формирование основания под него – это лишь верхушка айсберга. Прежде чем начать капремонт дороги, специалисты проводят большую работу с документами. Это проектно-сметная документация, это затем нужно разыграть эти объекты, тоже заранее нужно разыграть, выставить на конкурсные тендерные процедуры. Вот все, что касается документально, а уже физические объемы, это уже у нас ложится на подрядчиках. Подрядная организация добросовестно уже, как правило, вот мы дебютировали в 2019 году, с 2019 года нас еще подрядные организации не подводили, добросовестно выполняют работу ударными темпами, все делается очень быстро, качественно и в сроки. В 2024 году в республике планируется продолжить реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Так уже согласован капремонт 15 объектов дорожной инфраструктуры, 11 из которых это улицы Назрани и Магаса. В Назрани запланировано сделать 9 улиц. Это у нас улица Гайрбека Хаджи, Магушкова, Фабричная, Насыркордская, Октябрьская, Шемиева, 2 небольшие улицы Барханоева и Таргинская. Кроме того, в Магасе мы планируем сделать 2 улицы, это Чехкиева и Базоркина. Помимо улиц Назрани и Магаса, капремонт будет проведен на дороге Назрань-Малгобек, Нижний Курб-Терек, на артерии Зязика-Вьюрт, Вознесенская-Моздок, продолжатся работы на участке дороги Карабулак-Средние Очулуки, Гейрбек-Юрт, а также ремонт моста в Карабулаке. Всего Минавтодор планирует привести в нормативное состояние более 41 километра дорог. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Новости 24.